В стенах Народного собрания тепло. Спикер парламента Лаша Ашуба принимает именитых гостей. Народного артиста России и Абхазии Евгения Князева и директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока. Для нас большая честь встречать таких выдающихся деятелей современного искусства в парламенте, подчеркнул Лаша Ашуба. Мы знаем ваш вклад в развитие культуры Абхазии, в развитие театрального искусства. Население Абхазии с большим уважением относится к вашему театру, к университету имени Щукина. И, конечно же, мы видим ваше постоянное присутствие в нашей театральной жизни. Евгений Владимирович, вы стали практически неотъемлемой частью абхазской культурной жизни. Нужно сказать, что вот мэтр вашего театра в один из самых знаменательных дней этого года, в день открытия Абхазского аэропорта, прилетел на первом самолете. В свою очередь, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок поблагодарил за прием и добавил, что за 105 лет своей истории театр ни разу не был в Абхазии, и это нужно было исправить. Благодаря настойчивости Ираклия, его одержимостью театра, мы его знаем очень давно. Он, так сказать, приезжал к нам и на учебу в театр, и просто на консультации. Вообще, я еще раз хочу сказать, что человек, который смотрит почти все самые знаковые премьеры в Москве и в Питере, для того, чтобы привести сюда, в свою страну, в Абхазию, понимать контекст театральной деятельности, которая происходит в том числе и в России, и в мире, и этим самым обогатить свою, так сказать, национальную культуру, знаете, это очень редко бывает. Русский драматический театр имени Искандера, где основу труппы составляют абхазские актеры, демонстрирует высокий уровень владения русским языком. Во время встречи народный артист России Евгений Князев обратился к Ираклию Хиндба с предложением включить в репертуар постановки на абхазском языке. Он подчеркнул, что такие спектакли могут быть небольшими, возможно, детскими. Где язык начинается? В семьях. А куда привести ребенка? Где, чтобы он лучше услышал это? Я предлагаю сделать какие-то детские спектакли для абхазов. И пусть это будет новатором русский театр. Театр, который на сегодняшний день успешно существует. Ираклий сам абхаз, ребята абхазы работают. Разницы-то никакой нет. Это русский театр, только он так называется. То, что эти гастроли действительно важны, подтверждается вниманием публики. На спектакле «Пиковая дама» в день открытия не было ни одного свободного места. Были открыты даже технические ряды, так как театр не мог вместить всех желающих посмотреть постановку. Ираклий Хиндба также добавил, что по их оценкам из почти 500 зрителей около 220 специально приехали в Сухум из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и даже из Москвы. Для экономики города, да, это очень серьезная история. И уверен, что и сегодня, и завтра, и послезавтра это все будет происходить. И вот как культура продвигает не только имидж страны, но и экономике помогает, и туристический потенциал, естественно, усиливается, потому что, да, Абхазия небольшая страна, но таким образом мы можем нарастить свои возможности, и привлекательность свою, и так далее. И это действительно очень серьезный проект, и без поддержки Министерства культуры России, лично Ольги Борисовны Любимовой, без Росконцерта, который реализует программу «Большие гастроли», он, конечно, не состоялся бы. Ираклий Хиндба отметил, что в Абхазии стремятся развивать культуру, в частности театральную, приближая ее к высоким стандартам. В качестве примера он привел театр Вахтангова. Мы понимаем, что есть такая планка высокая, и мы не хотим, чтобы... Вот мы вчера об этом тоже, кстати, с Кирилловичем говорили, чтобы не было даже налета провинциальности какой-то. Вообще, в целом в нашей культуре. Потому что у нас город Сухум – это столица независимого государства. Да, Сухум это не примет и не должен принимать такие вещи. Поэтому должен быть хороший вкус, стремление вот к таким высоким стандартам и открытость сотрудничества. Всего театр имени Вахтангова покажет в Сухуме 4 спектакля. Его приезд организован в рамках программы «Большие гастроли». Шазина Ханагу, Гугуца Вардани, Раму Камке, Абхазское телевидение.